Если кому-то еще кажется, что вот эта битва с неизвестным и непредсказуемым противником идет где-то совсем далеко, то эти люди давно распрощались со всеми наивными представлениями. Им тоже когда-то, когда еще только создавался этот временный инфекционный госпиталь, до последнего не верилось, что придется буквально жить здесь. Временное жилище превратилось в постоянное, а такое понятие, как завершение рабочего дня, уже давно не существует здесь вовсе. Выписка 8, так? При хорошем раскладе. При хорошем раскладе выписка 8. Мы видим с вами лишь небольшую часть персонала. Те, кто в данный момент в чистой зоне. Одномоментно в госпитале находится 114 человек, и большая часть из них не здесь, в зоне красной. Чист в этом 7-этажном здании лишь один этаж. То есть одномоментно 114 человек дежурят, на сутки приходят. То есть огромный 114 человек персонала. Каждый день здесь находится. Каждый день идет ротация. То есть, в принципе, почти 300 человек у нас персонал, сутки через двое, некоторые сутки через трое, особо тяжелая форма работы, это реанимация, они сутки через трое, потому что не успевают люди восстановиться. В костюме можно находиться только 4 часа, больше уже все физически. Это правда. Такой выдержит не каждый. Не только сами врачи, каждый проходит через это. Дезинфекторы, санитарки, буфетчицы, слесари, все в противочумных костюмах по многу часов в день. Количество средств защиты, которые на нас одевают, достаточно сложно посчитать. Здесь очень много предметов одежды. И, конечно, как вы понимаете, еще на мне далеко не все. Респиратор обязательно, вот теперь перчатки, да. Это уже, наверное, что-то, я сбился со счета, наверное, уже 10-й предмет. Еще и на рукав. Обязательно, рукавники. Еще и фартук. Фартук обязательно, да. Вот здесь электропластырем и здесь еще. С этих мест видно как-то. Осматривать сейчас, достаточно ли плотно очки прилегают к голове, поэтому вот здесь те места, которые кажутся подозрительными врачам, сейчас мне будут заклеивать пластырем, чтобы никакого воздуха, а вместе с ним и зараза, конечно, не могло попасть. Ежедневный расход таких костюмов в госпитале 200 комплектов. То, что на нас, мы будем просто рвать через 2 часа. Это опасные отходы. Меж тем осталась последняя деталь. ТНВ. А вот имена для чего пишется? Идентификация. Обязательно. Во-первых, мы друг друга не узнаем в костюмах, кто там идет. Там бурмистров идет, или там зам, там, или заведующий и так далее, или медсестра, все. Вот. И, естественно, пациент, который смотрит на человека, чтобы это было не бесполое существо, там, а имело имя и так далее. Там, например, Гульшан, медсестра, там, бурмистров, Михаил Владимирович, там, руководитель, там. Она буфетчица, она сейчас еду будет разносить пациентам. Ну все, мы сейчас находимся, это потом мыться будем в зараженной зоне. Сейчас мы спускаемся в приемное отделение. А оттуда уже на лифте можно будет подняться по этажам. Ну вот начало. Со 2-го чистого на 1-й красный этаж. И это только приемное отделение. Сейчас ни одной скорой помощи нет. Вот. Вот пандус, откуда заезжает скорая помощь. Это, вот. Конечно, не грязь, это, конечно, это хлорка. Это хлорка, да, это хлорка. Вот это у нас одна стандартная бригада, 3 человека. Когда, допустим, большой прием, у нас спускается еще 2 бригады. Одновременно дежурят 3 бригады на приемный покой. Это вот люди, врач, которые даже в палату не заходят, они просто... Они только здесь. Да, у нас приемный покой является отдельным элементом. Пациенты поступают не только больные ковидом и подозрительные на ковид, они поступают с огромным букетом заболеваний. И здесь, в этой зоне, именно в ПДО, должны работать наиболее грамотно, профессионально обученные терапевты. Даже приняв одного пациента, они уже не уходят 4 часа, потому что за эти 4 часа могут привести еще кого-то. Диагноз коронавирус подтвержден далеко не у каждого прибывшего, поэтому людей максимально разделяют друг от друга. Диагноз в госпитале, кстати, ставят точнейший. Здесь у нас рентген-лаборанты. Здравствуйте. Вот трудяги наши. Практически сутки они отсюда не выходят, рентген-лаборанты, потому что врачи дистанционно снимки-то описывают, им здесь нужды нет. А вот рентген-лаборанту уложить пациента, можно зайти нам, да?
Не просто рентген, компьютерный томограф. Такой есть далеко не у каждого госпиталя в стране. Мы на передовой, и здесь все передовое. Вот эта самая штука позволяет ставить практически 100% диагноз. Практически 100%, да. Тот самый КТ. КТ, да. Большинство с подозрением. Подозрение. Да, с подозрением. С подозрением, да. Значит, лег, отсняли, ушел, после него замывка идет. То есть сам процесс съемки, укладки, интерпретации занимает 15 минут. Обработка занимает 30. Отделение интенсивной терапии. Здесь больные тяжелые, но тоже ковид не у всех подтвержден. Если подтвержден, будет переезд на 7-й этаж. Об этом после. Если ковида нет, значит переезд в другую больницу. У этого мужчины преклонного уже возраста надежда пока остается. И он просит нас о возможности поделиться этой надеждой с родными. Ничего себе не потрапилось. Надо помочь. Ну ладно, давайте, не переживайте, выздоровите. Угу. На верхних этажах госпиталя больные с подтвержденным диагнозом. Практически все койки заняты. В день съемок в госпиталь поступило 47 человек. Стандартное уже, привычное для персонала число. Поэтому свободных мест практически не осталось. Особенно на 7-м этаже. Это реанимация. Сколько у нас сейчас на ИВЛ? Все? Все. 12 человек? 12, один. Ну вот, о чем говорю. Если там вы видели на кислороде людей, да, которые в ожидании, может, перевода в другую больницу, там, без ковида, здесь все ковид подтвержденные, здесь 100% все на аппаратах. Сходите. При необходимости здесь могут довести количество аппаратов искусственной вентиляции легких до 40, даже до 72, если будет совсем туго. А им уже непросто. Здесь самое тяжелое. Трахеостома. Искусственное дыхательное горло в шее пациента, который уже не может дышать самостоятельно. Не каждый психологически справится с подобным в сознании. Поэтому у большей части больных здесь медикаментозный сон. Если пациент начнет дышать самостоятельно, аппарат подаст сигнал. Но такое случается, увы, нечасто. Люди по-разному. Очень по-разному реагируют. Тяжелее всего тем, кто, находясь в сознании и отдавая себе отчет, что он видит, что он чувствует, хочет дышать, а у него не получается. Это выбивает полностью человека из психического такого равновесия. У нас психолог есть, который с этими пациентами раз в день, раз в 2 дня заходит, он с ними работает. Разговаривает, да? То есть у нас есть психолог. Среди тяжелых есть тоже свои сильные и слабые. Есть пессимисты и есть оптимисты. Те, кто борется с болезнью всеми путями. Такие, как вот этот дедушка, справляющийся со всем этим в сознании и собирающий в кулак последние свои силы, чтобы помахать нам рукой. Вот он, характер. В этих тщетно стремящихся вверх, больших пальцах его измученных рук. Так что многие здесь герои, многие. Оценки будут потом. Они пока даже представить себе не могут, когда оно будет, это потом. Давайте посмотрим. Во всем мире врачи борются с этим делом. Кто-то героизирует в каких-то странах, в других странах к ним относятся совершенно спокойно. Люди выполняют свой долг. И вообще я хочу сказать, что есть 2 профессии, где дают присягу. Всего Да, час. вот мы видели эти лица на картинках, кстати, мы видели, я теперь вижу, что это абсолютная правда. Вот
Лицо человека, который был, ну сколько, полтора часа? Ну, час-полтора. Час-полтора, а люди здесь работают по 4 часа. И вот на этом лице мы видим все. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.